О своей карьере он может говорить часами и не потому, что любит себя в спорте. Наоборот, уникальная история тезки крымско-татарского героя нации не перестает поражать. Амедхан Абдураманов – мастер спорта международного класса двух стран. Сначала Узбекистана, а теперь России. Чемпион Азии, чемпион мира. Для впечатляющей коллекции побед ему хватает одной руки. Совсем маленьким получил тяжелую травму, но именно она сделала его будто стальным. На благо Всевышнего, что нужные люди в нужном месте, в нужное время оказались, благодаря которым, соответственно, я и, собственно, остался жить. И после этого, соответственно, я подался в спорт. Конечно, далеко это мой не первый спорт, армрестлинг в моей жизни. У меня был баскетбол, соответственно, также единоборство. Спорт и Амедхан нашли друг друга. Парадоксально, но чемпион выбрал тот его вид, где руки важнее всего. Бороться классически принято с хватом опорной за специальную стойку на столе, иначе каждая схватка – серьезный риск. Приходится собственным телом распределить центр тяжести и применить в правильное направление, чтобы получился, что он перетягивает соперника. Физика получается. Ну, может, там биомеханика, физика. Да. Его единственная, но зато железная, теперь принесла ему первое золото мира, привезенное из Румынии. Золотая медаль чемпионата мира по армрестлингу привлекает своей причудливой гравировкой. На ней изображены две мощных руки противоборствующих спортсменов, волчьи головы, как свидетельство непоколебимой силы духа. Она совсем легкая, навскидку граммов 200. Однако цена такой награды – это тонны поднятых в рамках тренировочного процесса спортивных снарядов, долгие часы, месяцы и даже годы сложнейшего тренировочного процесса. Впрочем, в жизни Амедхана, как это всегда в ней бывает, все пошло не по заранее спланированному плану. Однако это ничуть не отодвинуло чемпиона от поставленной цели. А ведь ни чемпионата, ни награды могло не быть. Всему виной пандемия, долгие дни в красной зоне, запреты врачей, но спортсмен, как делал это десятки раз в жизни, снова пошел против системы и снова выиграл. Я принял решение все-таки готовиться, потому что очень многие года ради этого были отданы, чтобы прийти к этому. К тому же чемпионат в этом году поменял и время, и прописку. Румыния вместо Грузии, вместо ранней поздняя осень. В итоге вдвойне скомканная подготовка. Ты выводишь на определенные даты себя в наилучшую форму. А тут бах, чемпионат мира перенесли, то есть надо сбавлять обороты, перестраивать цикл подготовки. И этим очень много сложилось трудностей в этом году в подготовке. В решающей схватке, вот ее кадры, Амедхан не имел права на промах. Его соперник из Грузии оказался крепким орешком, что крымчанин понял благодаря первому рукопожатию. Для победы железному спортсмену нужно было быть расчетливым, но при этом решительным. Формула была подобрана идеально. Теоретически это возможно, физически очень сложно, потому что уже надо не допустить ни одну ошибку. Слава Всевышнему, я это сделал. И я доказал, кто лучший в мире. Амедхан Абдураманов уже участвовал в чемпионате мира 10 лет назад в Казахстане. Его награды в России и Узбекистане сложно сосчитать. После таких побед главное – качественный отдых. А с этим как раз проблемы. Уже в январе спортсмена ждет очередной чемпионат России в Орле. Тарас Брезицкий, Эрвин Амиралиев, телеканал Миллет.